лица, близких общин языке, лишних здесь злого обсудия. Спасибо, присаживайтесь. Ну что, после небольшого, как обычно, перерыва мы с вами вновь приступаем к изучению Священного Писания, Ветхого Завета. Мы окончили с вами книгу Бытия и книгу Исход. И у нас было небольшое отступление, мы изучали книгу Иова, историческую книгу Священного Писания. А теперь мы с вами будем изучать книгу Даниила. Книга Даниила относится к пророческим книгам Священного Писания. Вот. По многочисленным просьбам наших прихожан мы с вами приступим сейчас к изучению. Ну что, мы изучаем Священное Писание, иначе говоря, и это совсем не метафора, мы питаемся Словом Божьим. Потому что, как говорят святые отцы, подобно тому, как наше тело нуждается постоянно в питании, точно так же и наша душа нуждается в подкреплении, чем, Марк? Словом Божьим. Да. Пророчества в Священном Писании встречаются, как вы знаете, во всех книгах. То есть нет ограничения, что, дескать, вот в одной книге нет пророчества, в другой есть. Но есть книги, написанные самими пророками, и поэтому в дальнейшем, намного позже, чем они были написаны, когда составлялись кодексы книг, они были отнесены к разряду пророческих книг. Но какие пророчества нам с вами известны? Мы с вами пророчество при изгнании Адама и Евы из рая. Помните? То есть в самой первой книге, книге Бытия, как только люди нарушают заповедь Божию, они слышат что? Пророчество. Да. И помимо типологической части пророчества, то есть исторического контекста, да, вот касающегося непосредственно совершения греха, Адам изгоняется, будет трудиться в поте лица. Ева, что с Евой происходит? Влечение будет ее к мужу своему, да, и рождать она будет как? Да. Вот помимо этих типологических, исторических, да, пророчеств, тут же идет и о спасении. Вот о страдании, и тут же о спасении. А какое о спасении? Спасение через Господа Иисуса Христа. А пророчество, обращенное не к Еве и не к Адаму. Пророчество, обращенное к кому? Товарищу змею, Нахаш, мы с вами говорили, да? Что он говорит? Ты будешь жалить кого в пету? Женщина, она требует давить. Не о женщине речь. Речь о Христе. Речь о потомке Адама, да. То есть сразу же, как только был вынесен приговор о том, какой образ существования будет у людей после грехопадения, тут же следует пророчество о спасении, пророчестве о Христе, а Он будет поражать тебя в главу. Да? А вот типологические пророчества или исторические, они касаются непосредственно людей, да, вот их каких-то событий, связанных с их жизнью, с их спасением их жизни, с уврачеванием, может быть, каких-то болезней. Но и тут же, в самой первой книге Бытия, появляется пророчество о Христе. Пророчества о Христе в Священном Писании носят название мессианские. Греческое слово «мессия», от еврейского «машиах», что означает «помазанник». Так вот, все пророчества, которые есть в Библии, основной темой имеют в себе пророчество о Мессии. Да. То есть пророки не просто предсказывали, будет победа на войне, не будет победы на войне, будет ли там какое-либо спасение, исцеление.
пройдут невзгоды стороной, будет ли урожай, уйдут ли враги от осажденного города или нет. Это само собой. Эту часть пророчества мы и так с вами наблюдаем. Но все пророки свидетельствуют о пришествии Христа. Соответственно, главная и наиважнейшая тема у всех пророков, у всех патриархов, у всех действующих лиц Священного Писания – это пророчество о Спасителе. Даже патриарх Иаков, вы помните, да, на одре своем он предсказывает 12 своим сыновьям, да, вот их дальнейшую судьбу, он предсказывает даже выход из плена, но когда речь заходит о сыне Иуде, он что видит? Он видит Спасителя. Патриарх Иаков тоже предсказывает о Спасителе. Пророчество, или так называемое, как мы говорим, Слово Божие, имеет три аспекта значимости. Апологетический, нравственный и исторический. Каждое из пророчеств имеет три аспекта значимости. Апологетический, нравственный и исторический. Апологетически отстаивание истинности. Что такое апология? Защита. Отстаивание истинности богооткровенной религии по отношению к языческим верованиям. Почему пророкам это необходимо было делать? Потому что Израиль жил в окружении языческих народов и постоянно сам впадал в язычество, за что получил от пророков наименование блудница. Да? Ну что такое блудница? Женщина, которая вот... И то же самое касалось и в религиозном отношении его поведения. Вот пророки говорили о тех событиях, которые будут известны только истинному Богу. То есть предсказывали иногда совершенно потрясающие вещи, которые вот совершенно нельзя было бы предугадать из тех событий, которые в данный момент протекали. Это что касается апологетического аспекта. Нравственные аспекты у нас второй, он истекает из первого. Если Господь есть Бог, ну что такое нравственность? Это поведение. Если Господь есть Бог, то вера в Него накладывает на человека что? Определенные обязательства. Какие? Следовать Его воле и что делать? И исполнять Его учение. И, наконец, исторический аспект, он заключается в чем? Есть целые исторические разделы, в которых раскрывается промыслительное действие Божие. То есть история складывается не сама по себе, как-то вот слепилась, как-то вышла, как-то какой-то царь пришел к власти, как-то кто-то вот что-то натворил, как-то какой-то пророк его обличил. Нет, нет, нет. Во всех действиях, собственно, в жизни израильского народа пророки показывают промыслительное, то есть попечительное отношение Бога об этом народе. Ну и, соответственно, обо всех народах, которые его окружают. Теперь, что касается главного предмета пророчества. Мы с вами уже сказали, это явление Мессии. Явление Мессии, пришествие Христа, это значит спасение человеческого рода. От чего спасает? Спасает Господь человека. Какие у нас последствия грехопадения? Что у нас? Да, богословие, которое характеризуется прежде всего смертью, проклятием, чем еще? Грехом. Греха, проклятия, смерти, избавления. Да? Вот главный предмет пророчеств, он в этом и заключается. Пророки предсказывают рождение Христа. Это за несколько столетий до этого события. Пророк Исаия от Девы. Место рождения, пророк Михей.
Из рода Давидова тот же Исаия. Предсказывает время рождения. Это вот пророк Даниил, которого мы с вами будем изучать. Предсказывали вход Господень в Иерусалим. Это Захария. Во второй храм Агей. Унижение и страдания Христа были предсказаны тем же Исаией. Помните, мы с вами часто, довольно часто цитируем о том, что Он пострадал за наши грехи, уязвлен был за нас, да? О смерти и воскресении пророк Осия, о мессианском царстве тот же пророк Исаия. То есть у всех пророков главный, но не единственный предмет пророчеств – это явление Христа, да? Но несколько отличается от того, зачем мы бегаем к гадалкам, правда же? Ну, несколько отличается. Далее. У пророчеств, всех пророчеств, если мы их так суммируем в Священном Писании, есть единство и различие. Что объединяет все пророчества? То есть пророки ведь не просто так выходят и говорят, вот завтра произойдет нечто, да? Вчера было то-то, завтра будет что-то другое. Нет. Проповедь пророков, как, собственно говоря, и патриархов, и многих других персонажей, которые мы с вами изучали, она прежде всего направлена на изменение человека. От самых первых до самого последнего Иоанна Крестителя, да, последнего пророка Ветхого Завета, самая главная тема, которая предваряет пророчество Мессии, это покаяние. Мы с вами говорили уже о покаянии, что это метания. Да, мета и нус. Нус – ум, что-то, что превыше или переворачивающееся, то есть изменение человеческого сознания, что неминуемо влечет за собой изменение человеческих взглядов, что неминуемо влечет за собой изменение поведения. Да? Не наоборот. Не изменение поведения, а потом изменение взгляда. Изменение взгляда, покаяние и затем уже изменение человеческого поведения. Вот что означает метания. А для чего каяться? Покаявшимся обещается, что спасение. Вспомните последнее пророчество, точнее, последнего пророка Ветхого Завета Иоанна Крестителя. К чему он призывал перед пришествием Христа? Покайтесь, да. Сделайте что? Прямыми стези, да, в предшествии кого? Спасителя. То есть, нельзя выйти навстречу Спасителю, знаете, вот просто так, таким, каким ты есть. Вот. То есть, необходимо, да ты и не увидишь Спасителя. Да? То есть мы же с вами видим, Спасителя кто увидел? Увидели простые рыбаки, Захей там вот на дерево поднялся, чтобы его увидеть, потому что сердце было расположено. Фарисеи не увидели, служители храма не увидели, священнослужители не увидели, власть имущие не увидели, богатые люди не увидели. Как-то так получилось. Более того, язычники увидели, иудеи не увидели. Интересно, да? Вот. В историческом смысле спасение от нашествия врагов это тоже объединяет, потому что Израиль постоянно с момента появления израильского государства продвигается к каким-то нашествиям, разделениям. Вот, то его в плен уводят, то осаждают Иерусалим, то осаждают Самарию. Вначале гибнет Израильское царство, потом гибнет Иудейское царство. И единство всех пророков – это не предсказание, предупреждение, а фактически повторение закона Моисея. Вот вам дан закон, если вы будете ему верны, и клятву, которую вы принесли на горе Синай, возле горы Синай, да, если вы ее будете исполнять, то у вас будет благая, мирная жизнь.
если вы будете нарушать закон, если вы не будете верны Господу, то что с вами произойдет? Да, наказание это войны и болезни. Да? Вот первое, собственно говоря, мы по 10 казням египетским с вами, да, все это наблюдали. Войны и болезни, там, нашествия, смерти, там еще что-то. Что различает пророчество? Что их различает? Одни пророки провозвещали спасение только для иудеев. У них в пророчествах не встречается упоминание других народов. Народ Божий, мы с вами говорили, он носит наименование какое? Народ. А все остальные носят наименование Гоим, язычники. Они народы, но они не просто народы, к ним добавляется еще и определение их вероисповедания. Они язычники. Один народ исповедует истинную религию, все остальные язычники. Поэтому они Гоим. У некоторых пророков отсутствует пророчество о спасении Гоим. То есть у них целенаправленное такое пророчество, непосредственно к своему народу. Они не рассматривают историю мира. А другие, наоборот, говорят о язычниках, говорят о том, что Иерусалим – это спасение не только для еврейского народа, но и для всех остальных народов, которые соберутся, будут в храме молиться и так далее, и так далее. Чем это обусловлено? Психологией самого народа, пророка, степенью откровения. Мы же с вами понимаем, что пророк пророчествует не от себя. Не получается, да? Сейчас я вам напророчествую. То есть так не выйдет. Пророк пророчествует, да, просвещаемый Святым Духом. Мы с вами об этом будем говорить. И вот степень откровения, а Дух открывает то, что Он хочет, то, что Он желает, то, что Он хочет, чтобы было ведомо данному народу или данному человеку в данном конкретном месте. Далее это обусловлено психологией самого народа и времени. Но есть, вот как мы читаем, да, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. То есть для каждого человека в деле его спасения, как и для целого народа, существуют определенные этапы, которые достойно открывать какие-то откровения, да, промысл Божий, а достойно и закрывать. Не все человеку нужно знать. Не все человеку полезно знать. То есть, если мы называем в соответствии с Климентом Александрийским и другими отцами Ветхий Завет педагогом, ведущим ко Христу, да, то педагог прекрасно знает, не только дядька, который водит на занятия, да, педагог, он прекрасно знает, что в данное время ребенку необходимо открыть, какие навыки в данный момент нужно. На самом деле, мы же годовалым детям не открываем навыки вождения автомобиля, да, то есть придет время этого, и наоборот, да, какие-то детские игрушки в руках взрослых людей покажутся нам несколько странным, да. Сообразно с состоянием человека, которому открывается то или иное откровение. Что-то полезно, что-то нет. Теперь о способах получения давайте поговорим. Способ получения или способ вдохновения. Значит, прежде всего это призвание. Подробно о призвании описывает пророк Исаия, Иеремия, Иезекииль. Менее ясно у Ионы. Очень часто это призвание в видениях. То есть пророки видят видения. В видениях после призывания пророку даются, опять-таки, чтобы мы поняли, да, что пророчество не от людей. Пророку даются харизматические дары. Что такое харизматические? Харизма, вдохновение, да? Это не плотское вдохновение.
Это не вдохновение от того, что я вот тут поел вкусную еду, или насладился красивой, хорошей музыкой, или вот вдохновился пейзажами горными и пророчествую. Нет. То есть это все плотские вдохновения. Да? Здесь речь идет о даре Святого Духа. Это иное вдохновение. Это воздействие Бога на душу человека. Оно разные формы приобретает, но мы с вами понимаем, почему. Да? Мы с вами ведь говорили, что, ну скажем, изображение херувимов в Ветхом Завете было отнюдь не рафаэлевскими ангелочками, да, у которых мы с эпохи Возрождения тут в храмах наблюдаем. Вот. Почему? Потому что в грехопадении человек с духовным миром столкнулся. Он противодействует ангельскому или духовному миру, или царству Божьему. Да? Человек воюет. Почему воюет с Богом? Потому что он ведом грехом, ведом страстью. Но и с другой стороны, если человек ведом страстью, то Господь со страстью и с грехом не имеет ничего общего. Поэтому при соприкосновении падшего мира, греховного человека, объятого грехом, и Бога, что происходит? Вот мы с вами на славянском слышим. Яко тает воск от лица огня, так это покинуть. Почему вот? Потому что это очень интересный образ. Воск и огонь. Не могут они сочетаться. Грех и добродетель, да? Грех и святость Божия, они не могут сочетаться. В Боге нет ничего темного. В Боге нет ничего греховного. И также в Боге нет ничего страстного. Это неприемлемо к свойствам Божьим относить. Язычники, да, у язычников Афродита, Марс, все, что есть на земле, то у них и на Олимпе. А у христиан иначе. И вот состояние человека было таково, что он воюет с Богом, противостоит Богу. И поэтому все пророки говорят, невозможно увидеть Бога, если остаться живым. Да? Все пророки, когда видят ангела, посланника Божия, они что делают? Они падают вниз и закрывают себя. Да? Это, кстати, касалось не только иудеев, но и даже в Древнем Риме в храме Юпитера носили специальные накидки на голову. Да? Почему? Потому что боялись увидеть божество. Прикрывали себя этим. И потому, когда Господь призывал пророка, нужно понимать, что и пророк грешный человек. У нас есть такое представление, что Господь выбирает самых чистых, самых невинных, самых... Но мы с вами уже говорили, мы с вами историю Моисея, например, или Авраама, или Исаака, да, или Якова, что это за персонажи. Такие же, как и мы с вами, которые могут и испугаться, и предать, и не выполнить волю Божию. Да? То есть вектор выбора со стороны Бога, а не со стороны человека. Не самые лучшие это люди из тех, которые жили на земле. Но что говорит Господь? Не вы меня выбрали, но я вас. Это очень важно понимать, потому что человек, являясь рабом греха, он кто? Он эгоцентрик. Для него отношения с Богом или с ангельским миром – это после биологической жизни, экономической, политической, социальной. Это где-то там на затворках, где-то на стыке искусства и культуры, где-то вот там далеко, к чему можно так, ну как вот у нас говорят, мы в храм придем когда? Ну сейчас все дела сделаем, да, и вот выберем как-нибудь свободное время и выберемся к вам, да, вот к нам. То есть подход именно такой. Человек, если все отдать ему на его, простите, произволение, да, то религия, конечно, будет выглядеть так плачевно, как она сейчас и выглядит в лице своих служителей. Но слава Богу, что жив Господь Бог. Да? Есть
тот, кто верен всем своим предсказаниям, в частности, самое главное для нас, о спасении, вне зависимости от того, что мы с вами вытворяем. Именно поэтому нам необходимо покаяние, постоянное, не как какой-то акт, а как вечный процесс, постоянное изменение. В добродетели нельзя закоснеть, так не получится. Закоснеть можно во грехе и скатываться все дальше и дальше. А в добродетели, поскольку добродетель, что мы говорим, да, вот, предположим, добродетель странноприимства, добродетель, какая может быть, миролюбие, да, еще какая-то. Это все наименование энергии. Энергия – это не что-то статичное, это энергия Божия. Она обнимает весь мир. И человек, который стяжает благодать, по слову Серафима Саровского, находится в состоянии приобщения к этой энергии. Там ничего косного уже в жизни человека нет. И покаяние – это не косность, это не то, что я вот избавился от грехов, как статуя встал и стою, такая беломраморная статуя, чистая и непогрешимая. Наше сознание именно так рисует нам святость и праведность, да? Отнюдь. Такого состояния быть не может. Почему? Потому что мы живые люди, мы из плоти и крови состоим. То есть это постоянный процесс. И как говорят даже в древних паттериках, мы читаем достаточно древних произведениях, старцы и святые Нитрийской пустыни, Египетской пустыни, подвязавшиеся много-много столетий назад, даже перед смертью говорили о том, что они по своей природе не соответствуют. Знаете, это были люди, которые всю свою жизнь провели в подвигах, стяжая что? Евангельские добродетели. Не какие-то там, а именно евангельские. И вот перед смертью они говорили, что они не соответствуют никаким требованиям и недостойны Царства Божьего. То есть полагались только на милосердие Божие. А не так, что я вот подготовился, я все ритуалы совершил, и все, ручки сложил, и прямо в Царство Божие скакнул. То есть человек понимал, кто он есть. И пророки прекрасно понимали, что Слово Божие нельзя придумать. Но пророки – люди. И поэтому откровение Божие они изрекают человеческим языком. Это какой-то язык, соответствующий народу, племени, времени, в котором находится география. Немаловажный аспект. Пророки сохраняют разум и волю. Мы с вами будем говорить, почему это важно. Это очень важно. Человек сохраняет трезвость своего ума, и за ним сохраняется право выбора. Это касается, собственно говоря, и нашей духовной жизни. Когда мы сталкиваемся с какими то бы ни было откровениями, духовными состояниями определенными, и при этом говорим, что я вот там чего-то не понимал, испытывала какой-то страх, смущение. И сейчас не до конца понимаю. То есть разум не прояснен. И вот не знаю, делать, не делать, следовать, не следовать. Нет, вот следовать и никак иначе, выбора никакого нет. То есть воля у человека отбирается. Явно, что это состояние, которое в святоотеческой литературе именуется как состояние прелести. Прелестное состояние, прельщенное, иначе, как бы мы сказали сегодня, на русском языке. Почему прельщенное? Потому что разум и воля – это дар Божий. И вот очень странно это выглядит, если Господь отбирает свои дары у человека, да, но при этом приносит ему благо. То есть человек впадает в выступление, теряет разум, но он святой. Так не бывает.
Он может юродствовать, но не терять разума. У человека нет воли, у него нет выбора. Так тоже не бывает. Так просто не бывает, если речь идет о Боге. Но так очень даже бывает, если речь идет о грехе. Когда мы используем термин «раб Божий» и «раб греха», это два совершенно разных состояния. Вот когда речь идет о грехе, человек мог бы от него отказаться, но не отказывается. И если отказывается от одной страсти, ему кажется, что он ее победил, неминуемо ее место занимает другая. Вообще чаще всего вот эти вот все страсти, они в виде змея, да, так изображаются. Вот голова змея – это всегда гордыня. А для чего вот все остальные страсти нужны, сребролюбие и все прочее? Даже если человек, рабствуя всем этим страстям, захочет их победить без Бога, самостоятельно, то тем самым растет голова, то есть гордыня. Вы знаете, да? Я победил пьянство, я победил блуд, я победил... Ты победил обжорство, пьянство, сребролюбие, блуд. Как ты победил? Я победил, вы знаете, это я сделал. Да, и об этом еще говорится, часто с высоких трибун. Вот вам грех тщеславия и грех гордыни. То есть, как говорят святые отцы, страсти, они друг с другом враждуют. Это же зло, оно не может мирно сосуществовать. Они друг с другом враждуют. Но для чего эта брань идет? Чтобы человек напитался гордостью. Гордостью. В Писании Авы Дорофея, душеполезных поучениях, есть история об одном монахе, который пришел в монастырь, и вот Ава Дорофей его увидел, да, вот, монашеская жизнь, как и везде жизнь людей. Какие-то монахи кого-то обижают, о ком-то сплетничают, кого-то ругают открыто. Ну вот этот монах вот тоже все это испытывал со всех сторон. А далее никакой реакции. Не огрызается ни в коем мере, не ругается, сам не сквернословит, слухов о других не распространяет. Все переносит и на вид смиренно. Ава Дорофей, наверное, старец, вот на кого нужно равняться. Подходит и спрашивает: «Отче, скажи мне, какой силой ты вот это все терпишь, вот эти поругания, и поношения, и клевету, и что только там на тебя?» Он говорит: «Ты знаешь, все это, что вот на меня вокруг вот ты видишь, да, то, что ты описываешь, я воспринимаю как лай собак в мой адрес. И поэтому о чем мне реагировать на собак? Собаки лают». Вот какая интересная основа монашеской жизни, да? Вроде бы внешне, если мы на это посмотрим, то сей старец достаточно смиренно переносил все эти скорби и невзгоды. А на самом деле оказалось, что он просто себя мнил человеком, а всех остальных животными, и когда ему было легко. Но ведь именно так мы в миру и поступаем. Просто в монастыре это раскрывается быстрее и чаще. А в миру, да, наше эго, оно над всеми эго, да, вот над всеми. То есть мы эгоисты, над всем эгоизмом планеты. То есть мы должны вознестись над нашими ближними. Это не важно как, в богатстве или в поучениях, в мудрости, в знаменитости. Какая разница как? Главное вознестись над ближним. Главное вот этому своему эгоизму дать возможность раздуться более, чем у ближнего. Вот. Ну, вы понимаете, что это совершенно другое вдохновение, это совершенно другое состояние человека, нежели то, о котором вот следовало бы говорить христианам. И поэтому христиане всегда подмечают эти вещи и в качестве опыта оставляют следующим поколениям. То, что я вам рассказываю, это же не из моего личного опыта.
Это из опыта православной церкви христианской. Пророкам Господь открывал не все и не всегда. Многое из того, чего они хотели услышать или узнать, от них бы так и оставалось сокрытым. Часто, очень часто бывало, что пророки изрекали слова не от Бога, а от себя лично. Ну вот, обратиться к ним кто-нибудь с вопросом, они тут же, а потом Господь задним числом это все разворачивает, вмешивается в эти события. Вот давайте мы с вами откроем вторую книгу Царств. Вот сейчас пока вторую книгу Царств. И в этой второй книге Царств, 7 главу, это 349 страница. Вот. Речь идет о царе Давиде, да? Вот. Книга Царств повествует историю Израильского царства. 7 глава, история царя Давида, пожалуйста. Когда царь поселился в своем дворце, а Господь даровал ему мирную жизнь и избавил от всех врагов, которые его окружали. Но почему здесь так особо описывает, да? Когда поселился в своем дворце? 80 лет, мы с вами знаем, прожил царь Давид, из них 40 лет он воевал. То есть половину жизни, даже большую половину, да, если вот сознательный возраст брать, то 40 лет он воевал, ну, с 20, да, приблизительно. То есть очень небольшой период времени он наслаждался мирной жизнью. И то она такая относительно мирная. Да, далее, пожалуйста. Царь сказал пророку Нафану: посмотри, я живу в доме из кедра, а ковчег Бога в стенах из ткани. Да, а вы знаете, в иврите и храм, и дворец одним словом именуются гейхалия. Одним словом. Из кедров ливанских, мы с вами знаем, собственно говоря, строились, поскольку это драгоценное дерево, порода достаточно дорогая, вот из нее строились и дворцы, и храмы. Иерусалимский храм тоже будет строиться из него. Далее. Нафан сказал царю: делай все, что ты задумал, Господь будет с тобой. Да, то есть что происходит? Царь Давид подзывает к себе пророка Божьего Нафана. Он действительный, реальный пророк этого периода, в этом царстве, при этом царе, и говорит ему о том, что это логично, это очень нравственно. Я живу в Гейхале, во дворце из кедра, а Божий дом, да, где скиния вот, и все прочее, это ковчег завета и так далее, это все находится в каком-то шатре. Но это неправильно. То есть мы, люди, как бы вот, пользуемся какими-то благами, а храма нет. И, соответственно, он говорит о том, что, имеет в виду что надо построить храм, приличествующий нашему городу, нашей стране, нашей вере. Большой, хороший храм. И царь Давид, хотя и сам пророк, сам псалмопевец, но что советуется с пророком Нафаном. И что говорит Нафан, представ перед царские очи? А что каждый из нас скажет, представ перед царскими очами? Конечно, вы правительство, вы думаете, да, конечно, делайте, Господь с вами, благое дело. Понимаете? Разница в чем заключается? Нравственные бы то посылы или религиозные дела источником и нравственности, и религии, и жизни людей является Господь. И негоже это забывать ни пророкам, ни простым людям. Поэтому прежде чем вроде бы хорошему делу, хорошему поступку ты даешь, да, поднимаешь шлагбаум, даешь дорогу, спроси, а воля Божья какова? Что думаю на этот счет я, понятно. Что думает на этот счет они, понятно. А что думает по этому поводу тот, кто над нами всеми? А какова воля Божья на все это? Наши хорошие, казалось бы,
желания, они соответствуют желанию Божьему, может, противоречат. Кому, как не пророку, да, об этом говорить? На автомате. Ну, хорошее дело, исходя из нравственных предпосылок, значит хорошо. Но мы с вами знаем, что добрыми намерениями дорога вымощена отнюдь не в Царстве Божьем. Да? Добрые намерения, друзья мои, были у фарисеев, когда они распинали Христа. Лучше погибнуть одному человеку, сказал первый из епископов Иерусалимского храма, лучше погибнуть ему, чем пропадет весь народ. Доброе намерение. Ну, как, конечно, доброе. Понятно, доброе. Но они Христа распяли. Мораль и нравственность, вопреки учению Иммануила Канта, не оторваны от Бога. Автономной морали не существует. Не существует. Внутри нас есть голос совести. Но когда у нас начинают пилить, мы совершаем грехи все более и более. Все более и более. Это непреложная уже истина. Из тех, кто внимательно следит за собой, живет в церкви, церковной жизни, это непреложное, понятное, как медный пятак, истина. Автономная мораль внутри ничего хорошего сродить не может. Если бы могла, нам не нужен Спаситель. Зачем нам все эти пророки, малые и великие? Кстати, большая часть из них погибла за свои пророчества. А для чего они нам все нужны? За что они все умирали? А Иоанн Креститель за что умер? Какого Спасителя надо было ждать? Надо было сказать: люди, поступайте хорошо, будьте добрыми, любите друг друга, и все, и на этом закончить. Так нет же, ждали Мессию на протяжении тысячелетий. Это все были ненормальные люди. С точки зрения натуральной нравственности ненормальные. Почему бы не жить в свое удовольствие? Никого не обижать. Да? В конце концов, еще Аристотель пишет о том, что человек должен поступать с другим так, как хочет, чтобы поступали с ним. Да? Никакая там христианская литература в VI веке до Рождества Христова еще не было. Оказалось бы, вот вам евангельское предписание. Чего же он не следовали это в течение этих 5-6 столетий? Зачем ждали Мессию? Почему не были добрыми по природе? Хочу сделать доброе и сделаю. Рожденные во грехе не могли бы добрые дела совершать. Как? Они, рожденные во грехе, не могли бы добрые дела Да, вот апостол Павел потому и говорит: того доброго, чего хочу, а того злого, чего не хочу, вот именно то у меня является магистралью, да, моей деятельности. У бедные, да, и дальше он что говорит? Кто избавит меня от этого, состояния, от этой плоти греховной, да? И благодарю Бога за кого? За Иисуса Христа. Вот, это совершенно обычные евангельские вещи, которые даже как-то тут просто воспоминаем мы с вами. Так, продолжим. Но в ту же ночь Нафану было слово Господа. Значит, до этого никакого слова Господа не было. Значит, Нафан просто так царю Давиду благопожелал от своего сердца и от своей души, да? Как и мы, благие пожелания. Чтобы у тебя древо плодоносило, чтобы твоя машина хорошо ездила. Но имеет ли это отношение к воле Божьей? Пророк не знал. И вот тут, в ту же самую ночь, вмешивается тот, от лица которого пророк и говорил. Далее. Иди, скажи Давиду, рабу твоему. Моему. Так говорит Господь: тебе ли строить дом для меня, чтобы я в нем поселился? Ведь с того времени, как я вывел сынов Израиля из Египта, до сих пор не было у меня дома. Я странствовал в шатре из Кении, и где бы ни странствовал, я был с сынами Израилевыми. Обращался ли я к вождям их, которым поручил пасти народ мой Израиль, с вопросом:
почему вы не строите мне дом из кедров? Передай Давиду, рабу моему, так говорит Господь воинств, я сам взял тебя с пастбища, где ты пас овец, чтобы поставить тебя правителем над народом моим Израилем. Я был с тобой везде, куда бы ты ни ходил. Я уничтожил всех врагов твоих. Я посрамлю имя твое. Прославлю. Да. Простите, я Да. прославлю имя твое, оно станет одним из величайших на земле. Я назначу место для народа моего Израиля, укореню его, и он будет жить там без страха. Нечестивцы больше не будут притеснять его так, как прежде, в то время, когда я назначал вождей над народом моим Израилем. Я дарую тебе мирную жизнь и избавлю тебя от врагов. Господь говорит тебе, что Он сам устроит тебе дом. Когда настанет твой срок, и ты упокоишься с предками, то потомка твоего, родившегося от тебя, я поставлю царем после тебя против царства его. Он построит дом для меня, для имени моего. Я укреплю его трон и царство навеки. Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Если он согрешит, буду учить его розгой, как принято у людей, и наказывать как человек своего ребенка. Но милости моей он не лишится, в отличие от Саула, которого я лишил власти ради тебя. Твоя династия и царство твое никогда не поколеблется, и трон твой вечно будет стоять предо мной. Вот какой интересный ответ. На самом деле от Бога, то есть в самом непосредственном смысле откровение получает пророк. С чего оно начинается? Вот человек постоянно пытается говорить как Бог, да? Потому что мы же с вами свидетели человека Божия. Да? Человек себя возносит на место Бога. То есть Давид говорит, я построю, я создам, я живу в доме из кедра, я построю дом Богу и так далее, и так далее. Я. Почему он говорит, человек ставит себя на место Бога? Смотрите, что говорит Господь. Тебе не строить для меня, чтобы я в нем поселился. Вопрос звучит иначе. Кто ты такой? Кто ты такой, что ты решаешь, строить ли мне дом? Почему мы говорим о важности воли Божией? Потому что в конечном счете всегда будет так, как хочет Господь, а не так, как наши хотелки, да? Вот. О чем идет тут речь? Я вывел вас, я вас избрал, я вас спас и от египтян и в пустыне. Я выбрал для вас это место, в которое и привел. Я победил ваших врагов и твоих лично, Давид. Я был рядом с тобой, я тебя утверждал. Ты будешь строить мне храм. Вы на чаше весов, да? Вот. Желание человека построить и стать как боги. Стать как боги – это древняя, самая первая страсть, которая объяла человеческую природу. В Эдеме. Этот змей ему говорит, яблочко съедите, будете бессмертными, свойства Божии получите, а Бог не нужен. А зачем нам Бог? Бог не нужен. И поэтому, когда Господь является Адаму и Еве, Он спрашивает, Адам, где ты? Ну, не место же положения Он спрашивает. Понятно, что в раю. Состояние твое каково? Кто ты? Где ты? С кем ты? Мы даже сейчас часто задаем эти вопросы, да, незнакомым людям, чтобы узнать, кто перед нами. То же самое и там. Адам уже не был с Богом. Соответственно, свойства Божьи, энергии Божьи уже не имели никакого отношения к Адаму. Он уже не был ни бессмертен, ни бесстрастен, ни праведен. Поэтому все, что дальше следует, это не проклятие в прямом смысле слова, это констатация факта. Если ты не со мной, ты умрешь. Если ты не со мной, ты будешь враждовать с природой. Никакого Эдема не будет. Ева, если ты не со мной, то твоя физиология, она изменится. Она
она не будет такой, какой была в раю. Уже не говоря о змее. Здесь то же самое. Господь говорит о том, мы с вами говорили, что история израильского народа – это не просто какая-то история, сложившаяся из каких-то событий в случайном порядке, благодаря климатическим, социальным, политическим явлениям сложившейся. Это совершенно искусственная история. Господь это воссоздает. Очень быстро создается народ. Достаточно быстро создаются разные социальные служения, власти там и так далее. Куда-то его выводят, что-то он завоевывает. Это все происходит достаточно быстро. Последний пример появления Османской империи, столетия ушли. В Израиле это все было очень быстро. Господь выбирает, Господь избирает и не самое лучшее. Не самое лучшее из того, что было на земле. Это не самый сильный, не самый покоренный, не самый покорный, не самый умудренный народ. Его называют как? Жестоковыйный, пророки называют. Как осел. Чем наименование осла получить? Великая честь. Да, то есть речь о чем идет? Речь идет о том, что царь Давид избавляется от греха, которые были подвержены вавилоняне, когда строили Вавилонскую башню. Они хотели построить Бавель, это, как мы говорим, храм науки, а это храм зодчества, до небес, чтобы прославить свое имя. Что Господь говорит? Твое имя прославлю я, твой род утверждаю я. Это не твои действия, это не результат твоих поползновений, твоей мудрости. Более того, он говорит, и на царство тебя посадил я, когда я выбрал тебя отроком. Не ты стал царем, а я тебя поставил. Соответственно, Давид не построит дом. Он много воевал, его руки обогрены кровью. Он не построит храм Божий. Но построит твой сын, говорит он, Соломон, которого будет мне сыном, и я буду учить его розгой, как принято у людей. Но милости моей он не лишится. Вот очень интересно, речь же идет о благодати. Хесед. Милосердие, хесед. Это то, что благодать в Новом Завете. Что бы ни делал Соломон, а мы помним, что сделал Соломон, он отпал. Благодаря своим женам он отпал в язычество. Что бы ни сделал Соломон, милости моей он не лишится, но наказывать его я буду. А что произошло после Соломона? Царство разделилось. Израиль больше не был целостным государством. Наказание было. Но, что бы ни делал человек, Господь всегда верен кому? Себе. И его отношение к людям не меняется от того, как люди себя ведут. Это понятие антропоморфизма в Ветхом Завете очень интересно описывают и Григорий Богослов, и Иоанн Златоуст, и многие другие святые отцы, которые говорят о том, что не называйте Бога справедливым судьей. Если бы он был судьей, вы бы не жили ни минуты. И ни секунды. Почему? Потому что наше состояние такое. Мы постоянно грешим в мыслях, в делах, о чем каемся потом, В делах, в мыслях, помышлениях и так далее. А если он судья, то наказание за грех, смерть, говорит Писание. Но мы же с вами живы. Почему? Потому что мы такие хорошие. Нет, потому что Бог есть любовь, говорит Иоанн. Бог есть любовь. Его милосердие выше наших грехов. Посылает он дождь, говорит апостол, на каких? И на праведных, и на праведных. Солнышко светит всем, вне зависимости от того, что они творят. Почему? Потому что Бог милосерден. Он посылает благодать всем. Он хочет спасения всем. Отношение человека к этому – это другая сторона вопроса. Но Бог всегда верен себе. Это не Зевс карающий, не Юпитер, не Фемида.
это не языческие божества. И вот Господь и говорит, что милости моей он не лишится, потому что Господь всегда милосерден, в отличие от Саула, да? А дальше он говорит, трон твой будет вечно стоять. А что, трон Давида вечно стоит? Вы знаете в израильском государстве? Вы знаете о еврейском царе? О каком троне идет речь? Ну, народ-то живет, Народ живет, а трона нет. а трона нет, но государство существует. Вот разница между нашим подходом сейчас, та, о которой мы говорили, о пророчествах. Типологическое пророчество и мессианское. Мы же с вами говорили, здесь откровение от самого Бога. Бог о чем говорит? Разве о Давиде он печется только лишь? Только лишь о народе? В смысле, только лишь об вот этой израильской проблеме с храмом? Нет, а все в народе. Мессианское пророчество, это говорит о том, что он хочет спасения всем людям. Трон, который будет стоять вовеки. Царь Давид является предком Господа нашего Иисуса Христа, который родился в Вифлееме. От кого? Марии, да, и отец которого был нареченный Иосиф. Царского рода, прямые потомки. Мы же с вами читаем, да, Авраам родил Исаак, доходим до Давида и далее идем непосредственно ко Христу. Трон, который будет стоять вовеки, это Царство Божие, которое придет с приходом царя, помазанника и пророка Христа. Вот о каком троне говорит Господь. Но в данном конкретном случае это касается и царя Давида, и его сына Соломона, но вовеки или вечно это уже касается Христа. То есть в одном пророчестве у нас и типологический подход, и мессианский. Да? И типологический, и мессианский. Далее, пожалуйста. Нафан пересказал Давиду все эти слова и видение, которое было ему видением. Царь Давид пошел, сел перед Господом и произнес. Да, вот что значит сел перед Господом? Пошел в скинию, наверное, да? Но важно то, что ходил перед Господом, кто у нас? Перед Господом Ходил перед Господом один праведник, который был взят живым на небо. Ходил перед Господом, и не стало его. Енох. Да? Вот вы помните этого праведника, да, который жил до потопа, вот ходил перед Господом, и не стало его. Что значит ходить? Мы говорили об этом состоянии. Состояние присутствия Божества. Что такое вот эти наши четки с молитвою и так далее, ну, Иисусовы молитвы и так далее постоянно. Да? Для чего это все? Для чего все эти практики нужны? Они, кстати, едины почти во всех религиях. ощущение присутствия. Присутствие Божие почему? Потому что мы забываем. Да. Потому что наше эго, мы же с вами говорили, да, вот как в русском языке мы там говорим, не себя мало. Наше эго, оно у кого-то из персоналистов английских, ну так, у немецких и французских один взгляд на персону, а вот англичане говорили так в XIX веке: личность, она распространяется и на карету, на которой ездит человек, и на одежду, то есть это все часть личности. Да, это все часть личности. И дом, в котором человек живет, и положение, это все часть личности. Да? Если слово «личность» не так, как святые отцы, да, воспринимать, ипостасис, а вот эго, эгоизм, то да, как моя машина – это продолжение моего эгоизма, конечно, и мой дом – это продолжение моего эгоизма, и мой статус – это продолжение моего эгоизма, и мои взаимоотношения с людьми – это продолжение моего эгоизма. То есть, о чем здесь идет речь? Присутствие Божие, очень хорошо об этом часто, это может быть основа даже почти всей проповеди митрополита Антония Сурожского покойного. Присутствие Божие – это потому, что человеческая память
у нее есть такое свойство забывать не только благо Божие, но и само существование Бога. Почему? Мы на себе зациклены. Мы зациклены на самих себе. Мы смотрим на себя. Мы с вами уже говорили, да? На кого человек смотрит. Как часто мы смотрим на Христа? Ну, если что-то плохое с нами произошло, мы сразу же. Да. То есть, вот вспомните это, после воскресения Господь идет, да, и вот Иоанн Богослов и другие апостолы, Петр, вот раскаявшийся, его сопровождает. И Петр сразу же спрашивает, только он в число апостолов был принят, а что вот будет с ним? И на Иоанна Богослова показывает, на любимого ученика. А Господь говорит, тебе-то что? Ты по мне гляди. А он, если захочу, что до второго пришествия, да, до второго, он будет жить. То есть вектор человеческого устремления каков? Человек, эго, смотрит на себя. Мы живем собственными ощущениями, переживаниями, отсюда вот эти внутренние проблемы, депрессия, не депрессия, уныние, не уныние, печаль, не печаль, тщеславие, не тщеславие, грех, не гордость, не гордость и так далее, и так далее. Что мы в себе хорошего можем увидеть? Господь говорит, из сердца исходят помышления злые, прелюбодеяние, любодеяние, грех, татьба, убийство. Что мы в себе хорошее хотим увидеть? Да? И вот мы смотрим на себя, а потом мы еще смотрим на других ближних, да? У нас же глаз лукавый. Это хорошо, когда око чистое, для него все чисто. Мы же о своих глазах так сказать не можем, мы же с бревнами, на самом деле, да? Вот. А мы еще, и вот это завистливое око еще по сторонам смотрит на ближних, да? То есть, чего нет? Это, конечно, не присутствие Божие, ну, как мы все прекрасно понимаем. Это я, это наше эго. Вот оно так распространяется, расползается, да? Вот. И самое главное приводит к чему? К забвению Христа. Это главная цель греха. Забвению. Когда Господь на Тайной вечере преломляет хлеб и дает чашу, полагая начало Евхаристии, которую мы сегодня совершаем, он что говорит? «Сие творите в мое воспоминание». Почему христиане вот эту первую от суббот день стали часто так использовать для общих собраний? Сейчас это день воскресный после Римской империи, да, мы называем, мы ходим на службы в храмы, собираемся и так далее. Почему? Почему вот этот ритм введен? Праздники, воскресные дни. Не забывайте. Конечно, потому что человеческая природа такова, что она найдет 1001 предлог, чтобы и не вспомнить, и не обратить внимания, и так далее, и так далее. Поэтому и вот эти памятные даты, связанные с евангельскими событиями, так называемые, как мы говорим, 12-е праздники, да? Вчера вы поднимались на гору. Почему? Зачем? Ну, память, что заведение. Да, многие ли из местных жителей помнят о том, что связано с этой горой, какая икона, да, с ней связана? Многие ли? То есть человеческая природа, она всегда увильнет. О том, что нужно помнить, знаете, у нее памятословие есть. А вот память о благодати – это что-то такое не присущее нашей человеческой природе. Поэтому присутствие Божие очень важно. Поэтому и люди носят эти четки и произносят Иисусову молитву. Присутствие Божие, состояние покаяния, изменения – это очень важно для человека. Хорошо, когда это не просто воскресный день. Далее. Господь, Бог мой, кто я такой и что такое род мой, что ты меня так возвеличил? Вот теперь Давид произносит правильные слова, присущие человеку, да? То есть раньше он говорил, я там дом построю, а теперь говорит, кто я такой? Значит, он правильно понял вопрос. Весь этот вопрос заключался. Господь говорит, я Бог, а кто ты такой? Помните, последние главы книги Иова. Как Господь обращается к Иову? Ты кто такой? Ты где был, когда я создавал этот мир, что ты меня судишь? Да? И вот здесь то же самое. А вопрос к Адаму. Адам, где ты? То же самое. Давид правильно понял послание
переданное Нафаном, и, конечно, каяться. Далее. Но ты решил дать мне еще больше, Господь Бог мой. Ты распорядился даже о будущем дома раба твоего. Вот как ты руководишь человеком, Господь Бог мой. То есть он что говорит? Я согрешил перед тобой вот этим собственным эгоцентризмом, но ты остаешься милосердным и еще думаешь о моих потомках. Это разница между человеком. Если мы на кого-то осерчаем, мы проклянем его до 10-го колена или ее, да? Это наш позыв будет. У Бога все иначе. Он исправляет и продолжает заботиться. Далее. Что еще Давид может сказать тебе? Ты знаешь раба твоего, Господь Бог мой. По слову своему и по воле своей ты устроил такое величие и открыл его рабу своему. Да, вот теперь он произносит практически псалом. Это практически псалом, то, что мы сейчас читаем. Кто я такой перед тобой? Ты возвеличиваешь, ты смотришь, ты заботишься, ты устрояешь. Это псалты. Далее. Ты велик, Господь Бог. Вот. Нет подобного тебе, нет другого Бога, кроме тебя. Ни о чем подобном мы даже и не слышали. Есть ли кто на земле, подобный Израилю, народу твоему? Израилю, но народу твоему. То есть Израилю не потому, что он Израиль, а потому, что он народ твой. Далее. Единственному народу, которому явился ты, чтобы приобрести его. Да. Сделать его своим народом и прославить имя свое, и совершить ради него дела великие и грозные. Слышите вот это все время? Ты, своему, твоему. То есть происходит, ну, что значит присутствие Божие, да? Человек вот возвращается по благодати к своему нормальному состоянию. Взаимоотношения между Богом и человеком вновь восстанавливаются. А что исчезает? Он не говорит «я», во славу Твою, да, и так далее, и так далее. Он это уже не говорит. Далее. Ты прогнал народы с богами их от своего народа. А ведь прогонял Давид. Это он успешно воевал. Посмотрите, ты прогнал народы. Далее. Которые ты избавил ради себя в Египте. Да. Воистину ты сделал Израиль своим народом, своим навеки. И ты, Господь, стал их Богом. Смотрите, как это умилительно, это частое ты. А куда делась я, которую мы вначале слышали? Далее. Господь Бог, исполни теперь слово, которое ты сказал о рабе твоем и доме его. Как ты и говорил, так и сделай навеки. Пусть прославится в веках имя твое. Да, вот да будет воля моя, и прославление то же самое касается. Чаще всего наше эго так подспудно прославляет себя, якобы по делам Божьим. А на самом деле прославляться должно имя сущего. Далее. Бог Израиля, Господь воинств. А дом раба твоего... Да, Бог Саваоф, дом. А дом раба твоего Давида да будет всегда перед лицом твоим. Ты, Господь воинств, Бог Израиля, сказал рабу твоему: я построю дом твой, и я дерзну обратиться к тебе с этой молитвой. Господь, владыка мой, ты Бог, обещания твои крепки, ты сообщил рабу твоему добрую весть. И сейчас благослови дом раба твоего, пусть всегда он будет пред лицом твоим. Господь Бог мой, ты обещал, и пусть твоим благословением навеки благословится дом раба. Вот, то есть теперь Давид просит благословения. Теперь Давид просит благословения. Его вектор деятельности изменился на 180 градусов. От себя ко Всевышнему. Так, теперь само призвание любого пророка требовало пророчествовать. Пророк не мог отказаться от пророчества. Мы помним с вами, один пророк попытался отказаться, уплыл куда-то далеко, и рыбка его раз, и приплыла на место, которое вы помните, да? Пророк Иона. Ваград Ниневийский. Да. Пророчества извлекались перед людьми, перед народом и даже из темниц. Вот пророк Иеремия, сидящий в темнице, он через Баруха, то есть посредника, проповедовал или открывал волю Божию. Теперь, что касается способа вдохновения, как давалось. Вот мы с вами только что прочли о Нафане. Ночью в видении, в сновидении.
непосредственно лицом к лицу. Вот тут лестница Якова, да, показана в качестве примера. Помните, Яков заснул и увидел лестницу на небо. То есть это чаще всего в видениях. Еще вид вдохновения, когда грешники видят сны, а пророки их толкуют. Иосиф растолковал сон фараона. Даниил растолковал сон Навуходоносора. Часто слышат эти пророчества внутри себя или вне себя. Вот первая книга Царств, 3 глава, пожалуйста, откройте ее. Кажется, это первое царство. 3 глава. Угу. Так, страница 308. Да. Юный Самуил прислуживал в храме Господа, помогая Илии. Или это кто? Это первосвященник храма. Далее. Слово Господа в те времена редко открывалось людям, и видения случались нечасто. Да, видите, какое положение? Какое интересное положение народа. Редко откровения Божие даются. Далее. Однажды Илия лежал на своем обычном месте. Зрение его ослабло, но он ничего не Ну, видел. постарел. Далее. Светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господа, где находился ковчег Божий. Да, интересно, параллелизм интересный. Первосвященник лежит и ослеп, и светильник Божий еще не погас. То есть вечер еще так вот, и неглубокая ночь. Далее. Господь позвал Самуила, он откликнулся. «Я здесь», и поспешил к Илии. «Ты звал меня, я пришел», — сказал он. «Нет, не звал», — ответил ему Илий. «Иди обратно, ложись». Внешний звук слышит Самуил. Не во сне. Какой-то внешний звук, его кто-то зовет. Он прибегает, никого нет в храме. Конечно, он прибегает к первосвященнику. Священник говорит: я тебя не зову, иди. Далее. Самуил вернулся и снова лег. Господь снова позвал Самуила. Он встал, пришел к Илию и сказал: «Ты звал меня, я пришел». «Я не звал тебя, сын мой», — ответил Илий. «Иди обратно, ложись». Второй раз. Далее. Тогда Самуил еще не знал Господа. Слово Господа до этого не открывалось ему. Да, Самуил не был пророком с самого рождения, но он был избран Господом. Далее. В третий раз позвал Господь Самуила. Он встал, пришел к Илию. «Ты звал меня, я пришел». Тогда понял Илий, что это Господь обращается Ну к да, Илии. да. И сказал Самуилу: «Иди ложись, а когда слышит об этом, зазвенит в ушах. В тот день я исполню все, что я обещал Илию сделать с его родом, от начала до конца. Я говорила ему, что навеки покараю его род, ибо виновен Илий. Он знал, что его сыновья бесчестят Бога, но не остановил их. Потому я поклялся, что никогда ни жертвами, ни приношениями не искупить грехов рода Илия». Да, ну вот вы видите, да, принятие жертвоприношения, чем обусловлено. Далее. Самуил пролежал до утра, потом поднялся и открыл двери дома Господня. Он боялся рассказать Илию свое видение. Но Или подозвал его: «Самуил, сын мой». «Я здесь», — ответил он. «Что он сказал тебе? Не скрывай от меня ничего. Пусть как-то так и как-то покарает, пусть как-то то и как то покарает тебя Бог, если ты утаишь от меня хоть слово, которое он сказал тебе». Самуил рассказал ему все, ничего не скрывая. «Он Господь, и поступает так, как угодно ему», — сказал Или. Да, вот характеристика Бога. Он, Господь, поступает так, как Ему, а не так, как мне, да, или как я растолкую. Далее. Самуил вырос, и Господь был с ним. Да, вот Самуил вырос, Господь был с ним. А каков критерий, как это узнать? Далее. Все, что возвещал Самуил, сбывалось. Да, вот все, что он говорил, сбывалось. Дальше. И весь Израиль от Дана до Беэр-Шевы знал, что Самуил истинный пророк Господа. Господь продолжал являться Самуилу в Силоме с тех пор, как сам открывал. Истинный пророк Господа. Да.
Вот это внешнее, да, воздействие, либо через видение, либо внешнее. Способы, при которых возвещается пророчество: устное слово или речь, послание, то есть письменное, и символическое действие. Сами пророки не писали, но обращались с устной речью к народу, когда призывали его к покаянию. Вот такая книга пророчеств была, которая читалась, это сборник изречений был. Когда пророк физически не мог обратиться к народу, то есть устно, тогда он делал это посредством либо посредника, вот как Барух, либо написанием. И, наконец, символические действия. Пророки, которые знали будущее, ну вот Господь учил как? Притчами, да? И насказанием. А они действиями символическими. Например, Исаия 2 года босой ногой ходил по Израилю, да? Символизирует 2-летний плен Египта. Символическое действие. Вот ходит человек как бы босой голый. О чем он ходит? 2 года вот так. Что он хочет сказать? Он хочет сказать, что вы будете на 2 года уведены в плен. Далее Иезекииль 390 дней лежал недвижимый на одном боку и 40 дней на другом. Осада Иерусалима – это период и 2-летний голод. Вот что символизировало, да? То есть символические действия пророка. Не всегда можно сказать прямо. Значит, необходимо найти форму подачи. Форму паравали, басни или притчи избирает для себя Господь. Да? А вот некоторые пророки форму таких вот действий. Методы истолкования пророчеств. Пророки чаще всего открывали и возвещали события современникам. И их понимали в буквальном смысле, вот как мы сейчас, пророчество о доме царя Давида. И подход был двойной, лексикографический, предлагающий точность перевода, и психологический. Объяснение текста через знакомство с жизнью писателя, изучение параллельных мест и указание на исполнение пророчеств. Собственно говоря, изучая Ветхий Завет, вы уже заметили, да, мы постоянно апеллируем к новому. Мы находим либо параллельные места, либо мы с вами что обнаруживаем? Исполнение пророчеств. Например, предсказание патриарха Иакова, да, вот 12 своим сыновьям, они нас привели в Новый Завет. Почему? Потому что он предсказал и проповедь в земле Дана и Нефалима Господа Иисуса Христа. Да? Он предсказал и изгнание вот этих бесов из бесноватых и так далее, и так далее. Это же мы все с вами проходили. Все это реализовывалось в будущем, но между Исааком и Яковом и новозаветной историей, но вы понимаете, достаточно немаленький период временной. Но пророчества всегда сбываются. Почему? Потому что они не от человека. По содержанию вот они делятся еще раз на типологические и мессианские. Типологические имеют отношение к текущей истории. Например, египетский плен и возвращение, которые предсказывают праотцы. Сам Яков, спускаясь в Египет, Господь ему говорит, что «я выведу тебя оттуда». Вавилонский плен и возвращение. Какой пророк? Иеремия. А мессианские, они относятся к Спасителю. Ну, все пророки, это, конечно, пророчество мессианское, вот Иммануил родится от девы, а вот Рахиль плачет о детях своих, да, когда избиение в Вифлееме младенцев проходило, и не может утешиться. Это как типологическое, так и мессианское, потому что предсказывает рождение Христа. Теперь, что касается отличий истинных пророков от ложных и языческих прорицателей. Итак, критерии истинного пророка, что вот перед нами настоящий истинный пророк. Он должен быть призван Богом. Кстати, это касается и священства.
Много-много раз это отцы учат нас о том, что священство не восхищается, захотел и стал. Да? И без божественного призвания могут быть печальные последствия. Лжепророки Богом не призываются. Есть две категории ложных пророков. Те, которые искренне заблуждаются, под влиянием, может быть, какой-то страсти, либо сознательные обманщики, которые сознательно говорят не то. Но вот мы о царе Давиде и Нафане прочли, но вряд ли Нафана можно сейчас обвинить в том, что он вот хотел и обманул, да? То есть он повел себя, он хоть и пророк, но повел себя как не пророк. Почему? Потому что перед ним был царь, и вот в силу обстоятельств, без злого умысла. Да, он искренне заблуждался, когда говорил, что царь Давид построит этот храм. Что касается ложных пророчеств, мы с вами этого уже не успеваем, да, вот уже более часа. Да, на этом мы с вами потихонечку завершим. Есть ли какие-то вопросы? Как узнать, это от Бога пророк? Сейчас есть такие? Ну вот, мы как раз с вами об этом и говорим. Истинность, и дальше будем говорить об этих критериях. Не только нас это интересовало и тогда тоже. Призвание Божие, было ли оно? Это первое. И исполнение пророчеств. Это второе. Исполнение пророчеств, ну там очень жестко, мы в Второзаконии будем читать, если пророк предсказывал, и оно не сбывалось, его побивали камнями. Второй раз у него обмануть шансов уже не было. Вот. Очень просто решался этот вопрос с точки зрения Торы или Второзакония. Вот. А что касается истинности призвания, то мы еще с вами будем говорить дальше о языческих предсказателях, потому что мы с вами в околохристианской среде сегодня, в наше время, имеем дело в большей степени с такими язычествующими предсказателями, нежели с пророками, которые являются либо Божьими, либо заблуждаются, либо... Ну, вот что-нибудь в этом роде, да, что-то в этом роде. Хотя мне сложно говорить, поскольку источники часто обрастают мифами, и достаточно сложно разделить правду от лжи, выдумки от реальных событий. Это очень сложно сделать. Но это возможно сделать на расстоянии вытянутой руки в нашем ближайшем окружении, нежели говорить о каких-то предсказателях, да, там вот, со стороны. Вот. Что касается предсказания, то пророческие служения, они продолжались и после пришествия Христа. Пророки, они так и указаны и в посланиях, и в более поздних произведениях. Но о чем идет речь? Мы же с вами все время говорим о том, что да, тема пророчеств какая? Сегодня идут к старцу зачем? Какую марку машины купить? Какой холодильник приобрести? Где дом построить? Вы посмотрите, что спрашивают, да? И вот вещают нам, так сказать, пророки современные, да? Вот. А тема-то пророчеств какая? Типологическое пророчество, да, спасение о чем-то, это всего лишь часть пророческого служения. А самое главное, эта тема какая? Лететь мне или не лететь? Садиться или не садиться? Вот в этом заключается, да, вопрошание пророка. Или ответ пророка. Спасение человека. Только до пришествия Христа пророки пророчествуют о чем? О его пришествии и спасении. И, соответственно, люди, ветхозаветные праведники, живут чем? Надеждой на его пришествие. Их Господь выводит из ада. А в Новом Завете мы живем уже в свете пришедшего Христа и его второго пришествия. Соответственно, истинное пророчество будет заключаться в том, чтобы найти место вопрошающего в этом вот временном промежутке, чтобы он был спасен, то есть приобщен как благом пришествия Христа первого, так благом второго пришествия.
чтобы когда, как говорит апостол Иоанн Богослов в Апокалипсисе, увидели мы второе пришествие, мы могли сказать: «Ей гряди, Господи Иисусе», то есть радостью это принять. Вот если все эти пророчества, извините, касаются благосостояния человека, его здоровья и ничего более, то тогда, вы знаете, с твердой уверенностью можете сказать, что либо заблуждающийся человек перед вами, либо сознательный мошенник или мошенница. Спасение души. А бывает, ты приходишь к человеку, и он раскрывает твое состояние души так, что настраивает тебя на покаяние. Как он это может сделать? Какой силой он это может сделать? А никакой, кроме Святого Духа. Только Бог видит твое состояние и может тебя наставить или направить. Только Бог. Если кто-то так делает, значит это Божий пророк. Критерий только такой. А марку автомобиля, это уже вторым вопросом можно поинтересоваться. Значит, на нем Божья благодать, если он тебя направит. Ведь это единственный критерий. Больше нам все остальное. Еще вопросы? Вот говорили, что пророчества забываются, а пророк Иоанн, Да. Да, из-за покаяния. Из-за покаяния, да. то есть не всегда забываются. Нет, его пророчество имело цель. Мы же все время с вами говорим о целеположении, раскрыть волю Божию. Может быть, мы вначале не обратили на это должного внимания. Пророчество – это не предсказание, пророчество – это раскрытие воли Божией. Какая воля Божия? Чтобы все в разум истины пришли и спаслись. И вот так, как вы сейчас говорите, подошел сам пророк по человечеству. Как это так? Я предсказал, а они не погибли. Это же был его, да? Вот он именно так и подошел. Как это? Это имидж. Какой же я теперь пророк, если вот я предсказал. Вы помните эту историю с тыковкой, да? Лег он там под зноем возле этого города, выросла его, прикрыла его от солнца. А потом раз и завяло. И он начал там возмущаться, дескать, вот, завяло, прикрывало. Господь говорит: слушай, ты вот по поводу растения возмущаешься, а тут целый город, мои дети. Вот как ты думаешь, что легче, уничтожить или спасти? То есть проповедь Ионы раскрыла волю Божью, и эта воля Божия была воспринята жителями Ниневии. Они покаялись. И смысл как раз заключался пророчества в этом. Раскрыть волю Божию. Почему мы говорим о спасении? Раскрыть волю Божию вот в этой хронологии. От грехопадения до пришествия Христа. Вы спасетесь, если вы изменитесь. Они изменились, они покаялись. А вот Иона, видите, он пророк не по своим человеческим достоинствам, не потому, что он был таким выдающимся человеком с какими-то, да, специфическими там этими. А было, как мы с вами, обычный человек. И вот он о чем переживал, об имидже составляющих. Как это так? Я предсказал, не сбылось, что обо мне подумают, и так далее, и так далее. Что касается тех событий, которые вот в дальнейшем будут происходить среди пророков, то мы с вами увидим, что существуют целые школы пророческие. Это для нашего уха несколько вообще удивительно звучит, да? Существуют возникают в Израиле целые пророческие школы, то есть не то, что там один человек, два или три, в которые входит огромное количество людей. Вот, к сожалению, нам время с вами не позволяет, да, в дальнейшем это сейчас рассмотреть, да, там около 400 пророков пророчествует о том, что царю нужно идти на войну, и он благополучно всех победит, и только один Михей стоит и говорит: нет, ты будешь поражен. Вот, да? И 400 пророков, дескать, как это так? И Михей говорит: у меня было видение, я видел, как дух
ложного пророчества, а кто это такой дух ложного пророчества, мы с вами понимаем, да, пришел и их всех этих пророков, все эти 400 с лишним человек, да, сбил с пути, то есть они одержимы, но не Святым Духом. И оба царя возмутились, один особо сильно, дескать, вот никогда ничего хорошего ты не напророчествуешь, вечно у тебя вот эти вот все предсказания, вот что бы я не собирался делать, вот все ты мне вот везде вот палки в колеса вставляешь. То есть, ну так и получилось, он пошел в поход и был поражен. То есть, пророчество Святого Духа – это раскрытие воли Божьей, а воля Божья всегда направлена ко благу. Да? Пророчество одержимого злым духом, ну, я думаю, раскрывать не надо, мы и так все хорошо понимаем, оно направлено на что? На уничтожение. На уничтожение, совершенно верно, да. Вот вся разница. Вот вся разница. И, конечно, вот в данном случае и израильтяне, и иудеи, это была совместная армия, они поняли, что Михей раскрывал им волю Божию, которую они не послушались. Ниневии не поняли, что Иона раскрыл им волю Божию, но только с положительной точки зрения. Вы покаетесь или не покаетесь? Разрушены будете за грехи ваши, но, соответственно, за покаяние вы будете спасены. Они покаялись, и Господь пощадил город. Это как раз-таки раскрытие воли Божьей и ее исполнение через этого пророка. Еще вопросы? Пожалуйста. Ваше мнение. Вот здесь как бы наверху где-то кто-то назначил Фазилия Синандера пророком нашим. Как вы считаете, это справедливо? Мне кажется, справедливо. Вот он льстит народу, значит, он уже пророк. Вы знаете, Фазиль Абдулович, его период жизни, как вы понимаете, пришелся на тот, который мы называем советским. Да? И в этот достаточно сложный период, когда мы читаем эти произведения, мы видим постоянную нравственную корреляцию. И вот нравственность или мораль, да, она вот давлеет над всеми произведениями. Вот мы сейчас говорили о том, что пророк, он всегда ищет форму подачи. Христос – это басня. Вот здесь это кто-то там спал голый на земле, чтобы показать, да. Мне кажется, что крест или миссия Фазилия Абдуловича вот в этот период была поддержать те моральные или нравственные устои, которые вот разъедались в этот период. Поэтому можно назвать, вполне можно назвать. Тут ведь не обязательно стоять и с хоруквью, окроплять всех святой водой. Хотя и такие подвиги были, да, но у каждого своя миссия. Нужно понимать, что Господь призывает на свое служение, как и Господь дает таланты. Если эти таланты были даны и вот так реализованы, как вот в его произведениях, мне кажется, почему бы и нет. Да. Тем более он льстит, и самое главное подтверждает то, что он в каком-то смысле пророк, что его никто не слушает. Да, совершенно верно. Да, есть пророк во своем детстве, совершенно верно. Да. Пожалуйста. Ну, если нет, тогда прочитай молитву. Матфей, прочтешь? Достойно есть этого истины вложить тебя, Богородицу, пресноблаженную, ты непорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, славнейшую, исполнение Серафим, без исцеления Бога Слова росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Спасибо за внимание. Мне